Перестрелка казаков с чеченскими пастухами распространила тревогу по всем окрестным деревням. Чеченцы сбегались со всех сторон против наших цепей и тотчас же завязывали с нами перестрелку. Здесь нам опять пришлось сходиться на довольно близком расстоянии. Оружейный огонь одновременно охватил колонну с 3 сторон. Фуражировка продолжалась не более часа. Если время измерять переменами, происходящими на наших глазах, то час непрерывного боя равняется целому месяцу, проведенному в мирных занятиях, а иногда году. Когда мы начали отступать, стоявшие против наших фланкеров чеченцы, все время скрывавшиеся за деревьями, смело выдвинулись из леса и так близко стали подходить к нашей цепи и поражать ее своими меткими выстрелами, что дивизионер принял это за личное оскорбление. «Тихоненько труби!» Трубач знал, что нужно разуметь под этим лаконическим приказанием. Прозвучали 3 колена великолепного кавалерийского сигнала. «Заезд повзводно налево кругом!» Еще в воздухе дрожала последняя нота этого сигнала. Как уже драгуны стояли опять фронтом к неприятелю. Чеченцы не дрогнули. Они остановились, но к лесу не подались. Дмитрий Матвеевич. «Шашки вон!» – скомандовал он звучным голосом, и фланкеры с шашками наголо налетели на чеченцев и вступили с ними в рукопашный бой. 1 на 1. Чеченцы не дрогнули, хотя могли бы осадить. Здесь в первый раз с тех пор, как мы были в Малой Чечне, чеченцы дрались на совершенно открытой гладкой, как ладонь, местности. Бой продолжался всего несколько минут. Этого было слишком достаточно, чтобы с той и с другой стороны облеклось в траур несколько семейств, лишившихся мужа, брата, сына, отца. В бою между пехотой и кавалерией, если все остальные условия одинаковы, перевес всегда будет на стороне кавалерии. А здесь, в этом героическом бою, и остальные условия были не одинаковы. Кавалерия была регулярная, пехота иррегулярная. Просто жители. Несмотря на это, чеченцы удержали за собой позицию. Зато же и дрались они. Боже мой, как они дрались! Как будто все, что накипело у них на сердце за многие годы, все вынесенные ими обиды и страдания, вымешались в каждом взмахе руки, в каждом наносимом ударе. С высоко поднятыми кинжалами они прыгали, как пантеры, то уклоняясь от удара шашки противника, то нанося свой удар страшным коротким оружием. Один старик, весь обливаясь кровью, продолжал еще ползти по обогренной траве с кинжалом в зубах, чтобы доползти до драгунской лошади и подрубить ей ноги. Другой, юноша, почти ребенок, красивый и стройный, с сжатыми губами, нахмуренными бровями, бросился на грудь лошади с кинжалом в руке и оставил его там весь, по самую рукоятку. Лошадь встала на дыбы, зашаталась и вместе со своим всадником грохнулась об землю. Чеченцы уносили своих раненых, унесли также и красивого юношу, оставившего свой кинжал в груди драгунской лошади. Мы же медленно начали отступать. При этом вторичном отступлении подле меня был убит драгун, ходивший все время за моими лошадьми. Чеченцы и теперь преследовали нас, и опять на очень близком расстоянии, но на этот раз дивизионер против воли должен был проглотить оскорбление. Юноша, заколовший кинжалом драгунскую лошадь, умер на другой день от ран холодным орудием. Он оказался сыном одного почетного и влиятельного в народе лица.